Қайырлы күн, құрметті көрермен. Астана қаласы коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифинг тұрмыс жедел профилактикалық іс-шарасы туралы болмақ. Добрый день, уважаемые зрители. Мы начинаем брифинг службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга об оперативно-профилактическом мероприятии «Быт». Қош келдіңіздер. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, әріптестер, сұрақтарыңыз болса, коммуникация қызметінің әлеуметтік желдегі Instagram, Facebook парақшаларына жолдасаңыздар болады. Алаңымыздың спикерлермен таныстырып өтсек, Айтмағамбетов Арман Жексенбайұлы, Астана қаласы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқармасының басшысы, полиция полковнигі. Және Даркенбаева Айгерім Маратқызы, Астана қаласы полиция департаментінің жергілікті полиция қызметі басқармасының әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы, полиция капитаны. Сөз кезегі Арман Жексенбайұлы, өзіңізге беріледі. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Құрметті брифинг қатысушылар. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу Қазақстан Республикасының отбасылық демографиялық саясатының өзекті мәселесі болып табылады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша ішкі істер органдары құқық бұзушылықтарға, оның ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылықты нөлдік төзімділік қағидатын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдауда. В прошлом году по поручению президента ужесточена ответственность за бытовое насилие. Внесены поправки в Уголовный и административный кодекс. С 1 июля 2023 года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Административное производство возбуждается по факту. Окончательная правовая оценка дается судом. При этом правонарушитель имеет право примириться только один раз и только в суде. Основными причинами и условиями совершения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является предшествующее совместное употребление алкоголя, сложившиеся неприязненные отношения, неизменные человеческие качества – это ревность, нарушение семейных связей и различные формы семейных дисфункций. В этой связи в целях оздоровления криминогенной обстановки, недопущения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в период с 15 по 21 января текущего года на территории республики проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», в рамках которой сотрудники полиции проводят широкомасштабное мероприятие среди населения по разъяснению действующего законодательства, проверяет по месту жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту, а также неблагополучные семьи. Также полицейские объясняют гражданам, какие меры наказания грозят за правонарушение. Особое внимание уделяется соблюдению установленных ограничений лицами, в отношении которых вынесены защитные предписания, либо установлены особые требования к поведению. По итогам первого дня оперативно-профилактического мероприятия полицейским по месту жительства проверено более 300 лиц, состоящих на учете, в отношении которых вынесены защитные предписания, особые требования, родители, не исполняющие свои обязанности. К административной ответственности привлечено порядка 160 правонарушителей. В отношении 75 семейных дебоширов вынесены защитные предписания и судом установлены 13 особых требований на их поведение, в том числе запретом на употребление алкоголя. Отбасын аман сауға, әрбір елдің даму мен кемшілігін өлшеме. Ұяда не көрсен, ұшқанда соны илесін дегендей. Бала тәрбиесінде және оның дара тұлға болып қалыптасуында ата-ананың рөлі мен отбасы құндылығын маңызы өте зор. Екінен еске салғым келеді. Кроме того, сотрудниками полиции осуществляется взаимодействие с кризисными центрами и неправительственными организациями по вопросам оказания помощи жертвам бытового насилия. На постоянной основе обеспечивается временная изоляция жертв семейной агрессии и в оказании помощи реабилитационного характера организации. В пилотном режиме внедрен международный инструмент оценки рисков бытового насилия по системе АДАРа. С его помощью выявляются лица, потенциально склонны к совершению правонарушений в сфере быта, где работа с агрессорами проводится с привлечением психологов неправительственных организаций. Кроме того, с 10 августа 2023 года данная методика применяется на всей территории Республики Казахстан. В целях усиления профилактики правонарушений на обслуживаемых административных участках сотрудниками столичного департамента полиции проводится максимальная отработка каждого участка. В прошлом году участковыми проведено порядка 1900 отчетных встреч с населением на обслуживаемых административных участках. При явке более
55 тысяч жителей, в том числе 18 представителей общественных объединений, 820 представителей ОСИ, КСК, 196 сотрудников местных исполнительных органов. Как сказал наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем интервью республиканской газете «Егемен Казахстан», важно понимать, что любые законодательные изменения не будут эффективны, если в обществе не будет полного непринятия, нулевой терпимости к любым формам агрессии и насилия. Мы должны вместе противодействовать любым попыткам по оправданию деструктивного антисоциального поведения, бороться против правового нигилизма. Назарзга рахмет, мен болдым. Уважаемый Арман Джексембаевич, спасибо за ваш доклад, а мы перейдем к сессии «Вопросы и ответ». Первый вопрос. Куда можно обратиться в случае бытового насилия? В случае бытового насилия можете обратиться по каналу 102. У нас также действует омниканальная связь 102. Помимо этого, по месту жительства территориальному участковому можете обратиться. У нас везде созданы общедомовые чаты посредством, как говорится, полиция в шаговой доступности. У нас участковый инспектор постоянно находится на связи. Помимо этого, у нас есть в каждом районе группа по защите прав женщин, также инспектора, к которым можно обратиться в каждом районе. Оказываем любую помощь именно жертве бытового насилия, вплоть до помещения в кризисный центр. Рахмет. Можно я, прошу прощения, дополню, да? У нас еще есть телефоны доверия, подразделение по защите женщин от насилия. Это телефон доверия 71 60 63, который работает в будние дни в рабочее время. Вы можете обратиться. А также есть круглосуточный телефон доверия, единый номер телефона 111, куда вы можете тоже обратиться, где вам будут оказывать любую помощь жертвам бытового насилия. У нас есть также кризисный центр, куда мы помещаем. Спасибо за информацию. Следующий вопрос. Какие принимаются меры в отношении семейных дебоширов? В отношении, сейчас, как мы сказали, что мы перешли от заявительного к выявительному характеру, ужесточены нормы привлечения семейных дебоширов, семейных агрессоров. Сейчас непосредственно помещается семейный дебошир в камеру временного содержания на сутки. После этого к ним выносится защитное предписание. Также в отношении семейных дебоширов возбуждается административное производство. Рахмет. Бізге келіп түскен сұрақтардегі осындай. Жауап бергендеріңіз үшін алғыс айта отырып, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Біз бүгінгі баспасөз брифингін аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.